Это неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Я не знаю, почему вы часто об этом пишете. Ай-яй-яй, вот в Украине так, следующее мы. Глупость полная. Александр Лукашенко дает большое интервью независимым СМИ. В это время в Вильнюсе протестуют, требуют от Минска освободить политзаключенных. Экс-премьер Украины Николай Азаров презентует в Москве так называемое правительство в изгнании. Что это за проект и чья технология? Мясо в топку, овощи закопать, сыры под бульдозер. Политико-гастрономический детектив. Россия борется с санкционными продуктами. Люди превращались в уголь мгновенно. На асфальте оставались лишь тени от тел. Япония вспоминает жертв Хиросимы и Нагасаки. Ядерным бомбардировкам 70 лет. А начинается неделя сообщений об авиакатастрофе в Рязанской области. Во время показательных полетов на авиашоу входит в штопор и разбивается боевой вертолет Ми-28. Пилот, полковник Игорь Бутенко, гибнет при падении. Жив остается 26-летний штурман Александр Клепнов. Он находит силы выбраться из рухнувшей машины, и этот момент запечатлевает видеокамера. Сейчас выживший летчик с серьезными травмами в больнице, а в первые часы после трагедии некоторые СМИ сообщают, штурман катапультировался. Детали произошедшего у авиационного эксперта Андрея Фомина уточняет мой коллега Александр Касаткин. На вертолете Ми-28 нету как таковой системы катапультирования, а здесь есть специальная система спасения экипажа. Суть этой системы заключается в том, что в конструкции вертолета внедрены ряд технических решений, которые должны обеспечить выживание экипажа. То есть экипаж не покидает свои рабочие места, а за счет особой конструкции кресел, которые в значительной степени гасят энергию удара, и специальной конструкции шасси, которые также воспринимают на себя часть удара. Как мы видим, эта система спасла штурмана-оператора. По видео мы видели, что он смог самостоятельно выбраться из кабины. Пусть он и получил травмы, но все-таки жизнь он сохранил. То, что касается командира экипажа, полковника Бутенко, но здесь, к сожалению, судьба распорядилась вот таким вот образом, и начавшийся пожар не позволил спасти ему жизнь. Версию об отказе техники как о причине катастрофы озвучивает и глава ВВС России Виктор Бондарев. Выживший штурман рассказывает, перед падением речевой информатор передал сведения об отказе двигателя из системы гидроусиления. Эксперты работают с записями бортовых самописцев. Полеты Ми-28 в России приостановлены. Министр обороны Сергей Шойгу поручает командованию воздушно-космическими силами представить к награждению пилотов разбившегося вертолета. Ми-28Н – ночной охотник, ударный вертолет, предназначен для поиска уничтожения техники и живой силы противника. Машина находится на вооружении ВВС России и Ирака, строится по заказам Египта, Кении и Алжира. Александр Касаткин. Настоящее время. У нас избирательное законодательство нормальное, не хуже, чем у других. И вы будете иметь возможность и следить за подсчетом голосов, и присутствовать на избирательных участках, и получите всю информацию по этим выборам. Александр Лукашенко журналистам о предстоящих в Беларуси 11 октября выборах президента. Слова звучали как обещание. Большое интервью Лукашенко «Радио Свобода», Еврорадио и белорусскому порталу «Тутбай» на неделе разбирают на цитаты. Дать интервью «Свободе» Лукашенко обещает еще в январе этого года на пресс-конференции, и вот время для встречи находит в августе. Разговор позиционируется как интервью независимым СМИ. Мы поделимся некоторыми цитатами, а сразу после поговорим с нашим коллегой Валерием Калиновским о его впечатлениях от беседы и от полноты полученных ответов. Итак, цитаты. «Не скажешь, что Александр Лукашенко чем-то удивляет, ответы ожидаемые, но есть любопытные детали». Так, например, в сентябре он намерен лететь на саммит ООН. Рассказывая о визите в Нью-Йорк, Лукашенко использует слова «придется посетить». Поступило предложение дважды выступить в ООН. На общей дискуссии, потом еще дискуссия тематическая будет очень важная, на которой будут опять же выступать главы государств, и в тот же день будет выступать и президент США, что и мне предложено, президент России и так далее. Поэтому, скорее всего, придется посетить Организацию Объединенных Наций. Другое важное заявление касается отношений с Москвой. Россия не рассматривает возможность лишить Беларуси независимости. Лукашенко уверен в этом. Я не знаю, почему вы часто об этом пишете. Ай-яй-яй, вот в Украине так, следующее мы. Глупость полная. Тем более с той политикой, которую мы проводим. Беларусь осталась единственным
честным, порядочным и надежным союзником Российской Федерации. Говорит Лукашенко и про Николая Статкевича, своего соперника на выборах 2010 года, получившего после кампании 6 лет колонии усиленного режима. Amnesty International признала Статкевича узником совести, Лукашенко политзаключенным его не считает. На вопрос Еврорадио, правда ли, что Статкевича освободят до 11 октября, собственно, до дня новых выборов, Лукашенко отвечает достаточно экспрессивно. Надо быть дебилом и идиотом, чтобы решать проблему и решать ее неправильно. Ну, ее если решать надо, то ее надо решать до выборов. Согласны? Да. Ну, что такое после выборов? Вы потом скажете, Лукашенко спужался. Если не выпускать, ну, так пусть будет сидеть и геройствовать там. И теперь обещанная беседа с одним из 3 журналистов, задававших вопросы Александру Лукашенко, Валерием Калиновским, представляющим белорусскую службу «Радио Свобода». Наш разговор мы записали в среду, пока впечатления были свежи. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас. Как вас и ваших коллег приняли во Дворце независимости? Как все прошло, расскажите. Приняли хорошо, и, кстати, это было в том же помещении, где в этом году собирались представители нормандской четверки, где решались судьбу Донбасса. И Александр Лукашенко имел дополнительный повод вспомнить о том, как здесь находились президенты Франции, России, канцлер Германии и президент Украины. Вот. Рассказывал, как их там кормили. Вот, нам дали чая. Нормально было. Мой следующий вопрос, он касается, опять же, коллег, но коллег зарубежных, наших с вами журналистов. Когда я с ними говорил, те, кто в курсе, о чем шла речь во время этого интервью, коллеги отвечали, вот смотрите, какой Лукашенко молодец. Да, даже на неудобные вопросы согласился ответить, и самое главное, использовал для этого понятный народу язык. Вы остались удовлетворены полнотой ответов Александра Григорьевича? Ответы были полными, искренними, может быть, я и доволен. Вопрос, который и меня волнует, и других, когда же вы все-таки уйдете? Я заулированно его спрашивал об этом, рассказывал о политзаключенных, которые сидят за то, что носили на своей груди надпись «Лукашенко, уходи». Этот вопрос волнует всех, на этот вопрос он не отвечает. В целом, я претензий больших не имею. Как журналист я доволен. Спасибо за это интервью. Тем временем в столице Литвы, Вильнюсе, на неделе протестуют, требуют освободить белорусских политзаключенных. Как таковых выборов в правовом смысле в Беларуси нет. Но сама политическая кампания проводится. Ее, конечно же, надо использовать для того, чтобы еще раз напомнить правительству о необходимости освобождения политзаключенных из тюрем. Люди собираются 4 августа. Именно в этот день, в 2011-м, задерживают главу белорусской правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Он попадает за решетку по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Освобождают Беляцкого белорусские власти досрочно, в июне прошлого года. Но протестующие уверены, в Беларуси еще, по крайней мере, 6 человек политзаключенных, и давление на правозащитников в стране продолжается. Говоря о причинах протеста, его организатор, литовский политолог Витас Юрконис, события в Беларуси ставит в контекст происходящего в Украине. Очень важно быть чувствительным к этим проблемам, поскольку события в Украине и геополитические стратегии перекрывают принципы человеческих прав и демократии. Я думаю, что для таких стран-соседей, как Литва, очень важно, что Беларусь не будет отклоняться от этих принципов и не станет вторым Азербайджаном. По окончании митинга мы позвонили Витасу Юрконису и спросили, насколько результативны, по его мнению, такие протесты. Насчет того, как среагируют белорусские власти, мы знаем, что они осознают этот факт, что в стране есть политзаключенные. И, возможно, не исключаю, что какие-то движения перед выборами будут. Но мы не должны себя обманывать, что это освобождение будет какое-то проявление доброжелательности. Это только часть игры. И, к сожалению, власти в Беларуси торгуют политзаключенными. Они в один день их отпустят, в другой день опять посадят. Целая неделя за полчаса. Смотрите далее. Экс-премьер Украины Николай Азаров презентует в Москве так называемое «правительство в изгнании». Что это за проект и чья технология? Мясо в топку, овощи закопать, сыры под бульдозер. Настоящий политико-гастрономический детектив. Россия борется с санкционными продуктами.
Люди превращались в угли мгновенно. На асфальте оставались лишь тени от тел. Япония вспоминает жертв Хиросимы и Нагасаки. Ядерным бомбардировкам 70 лет. Во вторник появляется информация, что ОБСЕ неожиданно получает подтверждение присутствия российских военных на Донбассе, десантников, воюющих на стороне боевиков непризнанных республик. Подробности нам удается узнать у пресс-секретаря миссии ОБСЕ в зоне боевых действий Майкла Батюркева. Да, 2 августа на территории так называемой ДНР наши коллеги из специальной мониторинговой миссии посетили места дислокации военной техники, чтобы проверить, соблюдается ли отвод вооружений. На одном из этих мест они говорили с человеком, который представился солдатом 16-й десантной бригады из Оренбурга в России. Надо заметить, что у них не было знаков отличия, но именно это они сказали нашим коллегам. И вот реакция Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявляет, что такие сведения нуждаются в проверке. В середине недели приходит сообщение и от Минобороны России. В воздушно-десантных войсках 16-й бригады не существует, цитирует Интерфакс пресс-службу министерства. И это еще одна любопытная тема недели. Экс-премьер Украины Николай Азаров презентует в Москве Комитет спасения страны, так называемое правительство в изгнании, и называет кандидата на пост нового президента Украины. На пресс-конференцию Азаров приходит вместе с 2 бывшими народными депутатами Владимиром Олейником, тот самый кандидат, и Игорем Марковым. Все 3 в Украине в розыске. По их словам, задача Комитета восстановления мира в стране путем проведения досрочных выборов всех уровней. Рассказывая о планах, Азаров не преминул вспомнить и свой премьерский опыт. Мы берем на себя ответственность за то, что мы обеспечим мир, согласие и развитие в стране. Я редко когда об этом говорил. Мне пришлось Украину выводить из кризиса в 2002 году, в 2005 году, в 2009 году. И все знают, что Украина, когда я был премьер-министром, развивалась. Украинские власти комментировать эту пресс-конференцию нужным не считают, зато появляются мнения киевских политологов. Так, Тарас Березовец видит в Комитете спасения политическую технологию, ставшую классикой, при этом вспоминает похожее псевдоправительство в изгнании, только финское, которое в 1939 году формировал Сталин. Метою российских спецслужб. Очевидно, что мы имеем дело с технологией, которую разработали российские спецслужбы. Я связываю эту активизацию с переговорами в Минске. Цель российских спецслужб — это давление на Украину и угроза, что если Россия и дальше будет проводить военную агрессию в Украине, то это альтернативное правительство, которое готово приехать и заменить в случае чего нынешнюю украинскую власть. Подобную технологию Россия, а перед ней Советский Союз, использовали много раз. Политолог Евгений Магда прогнозирует, Николай Азаров и его окружение теперь будут рупором для российских так называемых темников о федерализации Украины, двуязычии и досрочных выборах. В то, что комитет станет реальной силой на предстоящих местных выборах, эксперт не верит. Не забороняє людині тішити себе иллюзиями. Никто не запрещает человеку тешить себя иллюзиями. Однако я не вижу пока перспектив участия политической силы, где в списках будет Азаров и Алиных в местных выборах. Не вижу перспектив их участия и в досрочных парламентских выборах. Слава вам, идущие обедать миллионы и уже успевшие наесться тысячи, выдумавшие каши, бифштексы, бульоны и тысячи блюдищ всяческой пищи. Создавая свой гимн обеду, Владимир Маяковский даже и не догадывался, что спустя много лет, в 2015-м, ряды сытых и довольных миллионов в стране большой будут редеть, причем по политическим причинам. На тему дорогих сыров, овощей, редких фруктов, мясомолочных продуктов на неделе много шутят и тут же грустят. Российское эмбарго на ввоз в страну западных продуктов обрастает новыми процедурами. Согласно указу Владимира Путина, 6 августа контрабандную продукцию не просто задерживают, еще и уничтожают. Это только с виду обычный чизбургер. На поверку оказывается внутри запретный плод – санкционный чиз. Для уничтожения используют, как говорят в Россельхознадзоре, обычные методы. Молоко выливать, мясо в топку, овощи закапывать. И вот меньше всего везет сырам по плану, по ним следует проезжаться на бульдозере. Французские и голландские сыроделы хватаются за сердце. А чтобы экспортерам-нарушителям было еще больнее, процесс уничтожения по правилам должен фиксироваться на камеру. Любая продукция, на которой отсутствуют документы,
представляет собой угрозу для безопасности и подлежит утилизации или уничтожению. История с ароматом рокфора, запахом вина и патриотическим привкусом в политико-гастрономическом детективе Дарьи Соловьевой. Ищут контрабанду на границах, ищут внутри страны, на складах и прилавках продуктовых сетей. Ищут, находят и уничтожают. Избавляться от изъятых хамона и апельсинов предложил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. По закону, к сожалению, эти партии должны отправляться опять назад, грузоотправителям, и тем самым мы не сможем эту ситуацию никогда разрешить. А значит, надо уничтожать. В каждом случае составляется акт с указанием количества продукции, места, даты и способа ее утилизации. Казалось бы, как тут обманешь, но блогосфера не верит, что рядовые сотрудники таможни и Роспотребнадзора вот так, своими руками, безжалостно будут уничтожать то, что можно с таким аппетитом съесть. Почему вдоль границ России такое чавканье, Берримор? Русские жуют хамон, сэр. А что они едят дома? Они его не едят, сэр, а уничтожают. Но общественность переживает напрасно. Ликвидация неугодных продуктов одобрена лично Путиным. Тут ни икринки заморской не проскочит. На страже инсинераторы. Это такие специальные печи для кремации еды. Блогосфера попыталась зайти с другой стороны. Вспомнили про 23 миллиона россиян, живущих за чертой бедности. Собрали почти 300 тысяч подписей под петицией, призывающей передавать санкционную еду нуждающимся. Не помогло. Тем временем в активную борьбу вступило молодежное объединение «Ешь российское». Проект организации «Хрюши против», созданный в рамках пропутинского движения «Наши». Участники объединения проводят рейды по поиску западной контрабанды. Вся обнаруженная санкционка помечается предупреждающими стикерами. Если по упаковке мы делаем вывод, что продукт санкционный, мы, конечно же, сразу подходим к администратору и задаем простой вопрос. Каким образом этот продукт оказался на полках вашего магазина? Ведь если он проходил неофициально проходил границу, он не проходил никаких проверок на качество, соответственно, у нас возникает вопрос, уверены ли они в качестве этого продукта. Вообще уничтожение еды русскому человеку явление несвойственное. Нам с детства запрещали выбрасывать хлеб в память о голодных военных временах. Но новый указ президента ударяет не только по светлой памяти, но и по кошельку. Введение продовольственного эмбарго обойдется в $2,5 миллиона дополнительных расходов на питание народа в год. Деликатесы будут завозить из более дружественных России стран. Но и на это нужны деньги. Своих креветок и пармезанов на родине пока не хватает. Кто оплатит банкет? Как всегда, потребитель. А тем временем Дмитрий Медведев предложил расширить список стран, попадающих под эмбарго на импорт продовольствия. Дарья Соловьева, «Неделя». И послевкусие этой истории. Если без устриц россияне прожить вроде как смогут, то вот ограничения госзакупок иностранных медицинских изделий могут стоить кому-то здоровья и даже жизни. Минпромторг предлагает отказаться от закупок западных рентгеновских аппаратов, протезов, сердечных клапанов, дефибрилляторов. Дальше больше. Экс-главный санитарный врач России, ныне помощник премьера Геннадий Онищенко предлагает в дисциплинарных целях прекратить закупку импортных изделий номер 2, больше известных как презервативы. Резинотехнические изделия никакого отношения к здоровью не имеют. Это просто заставит быть более дисциплинированными, более строгими и разборчивыми в выборе партнеров. А может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва погибли мгновенно. Их тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а, например, бумага воспламенялась на расстоянии до 2 километров. Световое излучение вжигало темный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах, вспоминает одна из немногих выживших в Хиросиме Акико Такакура. В неделе мир вспоминает атомные бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия. У меня в руках цуру, японский бумажный журавлик, символ счастья и долголетия. Существует легенда, если сложить 1000 таких цуру, исполнится
самое заветное желание. И умирающие от лучевой болезни дети в надежде выздороветь складывали таких вот журавликов. С тех пор бумажный ЦУР в Японии – символ памяти и скорби. Бомбы взрываются 70 лет назад, в заключительной фазе Второй мировой. Так Америка приближает капитуляцию Японии. Результат – мироустройство изменено, баланс сил нарушен, но главное – сотни тысяч жертв. Осознавали ли американские ученые разрушительную силу своего детища и что такое ядерное оружие сегодня, учитывая нынешнюю геополитику? Об этом накануне эфира я говорю с известным российским историком и журналистом Владимиром Тольцем. Фрагмент интервью. Знаете, никто из создателей бомбы ни в Лос-Аламосе, ни в Чикаго, ни в Окридже, в общем, в деталях не представлял, конечно, всестороннего действия бомбы, ее эффективности. Все же было рассчитано только на бумаге. Создатели из Манхэттенского проекта решили чтобы взбодриться, устроить тотализатор. Смысл игрищ был в том, чтобы предсказать с наибольшей точностью мощность взрыва в тротиловом эквиваленте. А точнее всех угадал это, но случайно. Такой физик Раби, будущий лауреат, кстати, он просто приехал в Лос-Аламос позже других, и все ставки уже были заняты. Оставалась одна, 18 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Реальная сила взрыва оказалась 18 600, по-моему. Но ядерная бомба в контексте нынешних событий, мне ваше мнение интересно. Сегодня это только сдерживающий фактор, который добавляет веса аргументам политиков-переговорщиков, или это скорее реальное оружие, готовое к применению в любой момент? Оно, несомненно, реальное оружие, в существовании которого самое беспокойное сейчас, беспокоящее сейчас, имеющее тенденцию выйти из-под контроля распространения и в меньшей степени, но это серьезная вещь, старение нынешних стратегических запасов. Интересное заявление спикера Госдумы, председателя, кстати, Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Он подчеркнул, сообщает РИА, что Соединенные Штаты еще не ответили за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они не опирались ни на соображения гуманности, ни на военную необходимость, заявляет спикер. И напоминает, что этот вопрос до сих пор, обращаю ваше внимание, не стал предметом рассмотрения Международного военного трибунала. Как вам поворот? Последнее, справедливо, действительно не стал. И думаю, что никогда уже и не станет. Слово «трибунал» появилось совсем недавно совершенно в другом контексте. И вот Нарышкин, как ребенок, отвечает: сам дурак, да? Это неумное, на мой взгляд, заявление. Владимир Соломонович, благодарю вас. Пожалуйста. Спасибо. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.